На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. День священного праздника. Аллаху Акбар. Как с самого утра в республике отмечали Курбан-Байрам. Салават Мухаммадуллин. Когда 1 сентября – день открытий. Как в республике встретили День знаний, в репортаже Альбины Аслагараевой. Готовить профессионалов со всей страны. Есть все инструменты, есть полигоны. Как будет работать межрегиональный центр компетенций в Татарстане и что не понравилось президенту? Лина Зинатуллина. Чем уникальна праздничная линейка на селе? День знаний с первоклассниками села Большие Ковали встретила Лейсан Сабирова. Сотни тысяч татарстанцев сегодня начали день с молитв. Мусульмане всего мира отмечают один из главных священных праздников Курбан-Байрам. Это праздник жертвоприношения и окончания хаджа. С восходом солнца во всех мечетях республики прошли торжественные молитвы, а уже вечером мусульмане сели за праздничные столы с угощениями. О традициях и вере Салават Мухаммадуллин. Пока солнце только подтягивается, верующие уже вовсю спешат на праздничную молитву. 4 утра, а у входа в Галеевскую мечеть ажиотаж. Почти не спал. Каждый через час просыпался. Волновались? Омывались, да. И бегом сюда. Будем молиться, значит, будем раздавать садака. Сегодня праздник. Желаю вам счастья, добра и всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин. Праздничная проповедь началась с телеграммы с пожеланиями от президента России. Бок о бок с верующими в тюбетейках в первом ряду молитвенного зала и президент республики Рустам Минниханов. Аллаху Акбар. У микрофона муфтий республики. Верующие плечом к плечу. Это не теснота, это единство. По завершении намаза прихожане спешат продолжить праздник. После намаза у нас приподнятое настроение. Хочется наслаждаться жизнью. Легкость, праздничность, когда видишь, сколько людей приходят в мечети, очень радуется душа. А вот в Нижнекамске верующие молились прямо на улице. Места в главной мечети хватило не всем, но на пути к вере непреодолимых преград нет. Перед собором расстелили дорожки. Аксакалы и молодежь на одном ковре молились сегодня и в Нурлате. Больше 40 мечетей района смогли вместить всех верующих. Вот эти соцсети, они хоть и есть телефон, мы иногда обманываемся, начинаем переписываться, но нет тех добрых посиделок, добрых взаимоотношений, хорошего чаепития. То есть, когда человек смотрит глаза в глаза, потому что мы знаем, от сердца к сердцу всегда есть путь. Очень важно посетить по возможности своих рук. Поэтому праздник не один день, а целых 3 дня. Главный обряд Курбан-Байрама – жертвоприношение. С самого утра 25 столичных забоев открыли двери для мусульман. В одном месте, практически в центре города, животное сразу же можно купить и разделать. Как и положено, треть мяса раздается нуждающимся. Вот по традиции на ярмарке уже с 6 утра с внуком семья Сафиных. Сегодня они ждут гостей, а потому барашка выбирают тщательно. Главный критерий – здоровое животное. Деревню будем раздавать, и здесь сказать. Мы готовим сегодня, собираем бабушек. Вот еще у нас будет читательство дома, поэтому мы вот рано утром пришли. О благом жертвоприношении говорит и овцевод Алмаз Гайлазов из Буинска. В столицу привез сегодня 150 голов. Особенно, чтобы все было целым, и ухо, и хвост, и ноги, и глаза, как бы, и не худой был слишком, не тощавый был. А так, какое сердце пожелает. Тяжелее всего в выборе барашка сегодня было челнинцам. В Автограде хоть и расширили единственный на весь город комплекс по забою животных, но уже с утра площадка была заполнена. Пока мужчины заняты молитвами и жертвоприношениями, женщины готовят праздничный стол. Оладьи, блюда из мяса и фрукты – главные в меню хозяек. Пожалуй, самый большой стол угощений сегодня накрыли в Азнакаево. На местном стадионе уже 3-й год подряд дают обед в честь Курбан-Байрама. Главное блюдо – суп из баранины, а все обряды сопровождают молитвой.
1300 мечетей по всей республике сегодня приняли верующих. В едином благородном порыве мусульмане планируют отметить Курбан-Байрам еще в субботу и воскресенье. Мясо жертвенных животных, согласно канонам, разделят на 3 части. Одну отдадут нуждающимся, вторую оставят себе, третью уйдет на общий стол с родными и близкими. В этом и есть главный смысл священного торжества. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Татарстан. С праздником всех татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Вечные ценности, исповедуемые мусульманами, христианами и представителями других традиционных религий, составляют основу человеческого бытия, воспитывая высокое чувство ответственности за наши семьи, будущее республики, страны и всей мировой цивилизации, отметил президент. Он пожелал татарстанцам милости Всевышнего, жизненного оптимизма, счастья и здоровья. Курбан-Байрам татарстанцы отметили и в мусульманской святыне Мекке. Здесь праздник совпал с завершением хаджа. В этом году в Саудовскую Аравию отправились 1700 жителей нашей республики. Сегодня паломники посетили Джамарат и кидали камни в столбы, которые символизируют шайтанов. Также приняли участие в заклании животных. И сегодня еще один большой праздник – День белых бантов и букетов, День знаний. Во всех школах республики прозвенел первый звонок. В первый класс в этом году пошли 40 тысяч маленьких татарстанцев. В республике открылось 4 новых учебных учреждения. Альбина Салгараева побывала на торжественных линейках и удивилась эрудиции и зрелым рассуждениям первоклашек. Я уже умею читать, писать. 5 плюс 5. 10. Здравствуйте, и Сэмиса Снихао. Уже все умеют и ко всему готовы. Такие ученики пришли в новую школу под стать самому учебному заведению. Ведь это многопрофильная полилингвальная гимназия. Некоторые родители, кажутся, рады больше, чем их дети. Все новое. И мы надеемся только лишь на то, что и будем помогать учителям во всем, чтобы наши дети приобрели хорошее знание, чтобы в будущем стали достойными личностями нашей республики. Впервые за парты сели сегодня в этой гимназии 1300 учеников. Для некоторых это и вовсе первый звонок в жизни. Их сегодня носят на руках, кого-то и сам президент. Рустам Минниханов поздравил всех еще и с тем, что День знаний стал днем открытий. Создавать такие хорошие условия для того, чтобы наши дети были конкурентными, это вот наша главная задача. Сегодня мы искренне поздравляем вас с началом нового учебного года. Желаем успехов. Несколько иностранных языков, в том числе и китайский. А еще 2 новеньких бассейна, спортплощадка и теннисный корт. 2 основных направления гимназии – филологические и информационно-технологические. В этой школе все настолько современное, что даже шкафчики в гардеробе на электронном замке. Все сделано для максимального удобства учеников. Например, здесь на стене зарядники для мобильных устройств, а выше – специальные навигационные таблички. В День знаний вошли лунной походкой Майкла Джексона. Для современной школы и современное открытие порядка 700 учеников сегодня переступили порог еще одной новой школы, 181-й. Вместе пошли одной группой из детского сада. Нас 20 человек. Мы пошли вместе в один класс. И школа новая, многопрофильная. Очень большие возможности вроде предвещают в этой школе, поэтому остановили выбор на ней. Мы школе доверяем самое главное. Мы доверяем наших детей. И поэтому мы вместе со школой, с семьей должны обеспечить преемственность нашего воспитания, и чтобы наши дети стали нашей надежной опорой и гарантом всех новых достижений. 1200 маленьких жителей набережных Челнов тоже пошли в новую школу. Из них 325 первоклашки, 13 параллельных классов. 3 будут учиться на татарском языке. Разделить радость прибыл и президент республики. В прошлом году открывали школу на 800 мест. Вот в этом году уже новые современные школы на 1200 мест. И, конечно же, этот процесс будет продолжаться. Мы обязательно в этом году начнем строить такую же еще одну школу. Школьный порог перешагнули и 2890 маленьких жителей Альметьевского района. Первоклашек 155. Для многих родителей 1 сентября стал и продолжением семейных традиций. Скажем, Оксана Гайсина привела сегодня в школу номер 7 сына Риналя. Отсюда у нее и самой начинались когда-то первые шаги в большую жизнь. Очень-очень волнуемся, потому что мы своих детей сегодня провожаем в школу. Не просто в школу, а в большую жизнь. Спать
я лег простым мальчишкой, а проснулся школьником. Поднимать мы будем руки, без запинок отвечать. Эти строки — клятва нижнекамских первоклассников. Учиться они обещают прилежно и старательно. Даже погода порадовала будущих первоклашек. Когда в первый класс идешь, то научишься читать, писать. А вот 31 первоклассник из Мамадышского района будут учиться в кадетском классе. Всего их 58 на 526 школьников. День знаний сегодня решили сделать особенным по всей республике. Ведь многие верят, как пройдет 1 сентября, таким будет и весь учебный год. Альбина Слагараева, Фуат Гайсин, Ильшат Аюпов, Рамзиль Гарипов, Альберт Шафигуллин и Булат Шафигуллин. ТНВ, Татарстан. И по традиции президент Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в Инстаграм видеоролика. Он выложил видеоклип на самую популярную песню по теме «Учат в школе». Таким образом, президент пожелал учиться на отлично, а подписчики увидели во фрагментах видео знакомые для себя школьные парты. А звенит ли звонок в малокомплектных школах? Там, где в первый класс идут всего 3 малышей. В Татарстане есть школы, где в классах учатся по 3-4 ребенка, однако малокомплектность не снижает их потенциал и значимость. Здесь День знаний – праздник целого села. Девочки в белых фартуках, в руках цветы из собственного сада. Сельских детей в школу проводила Лейсан Сабирова. Готовность номер 1. У Ралины это уже 1 сентября. В каникулы хорошо было, но я все равно школу соскучилась. В 3 класс, как в 1, все еще провожает мама. Те времена, когда главная улица Больших Ковалей в День знаний наполнялась голосами школьников, остались в прошлом. Сегодня здесь всего 37 детей. Мало конкретно в школах, детей мало, но все равно праздник мы проводим на должном уровне. В Татарстане каждая 5-я школа малокомплектная. И в этом учебном году они приняли не более 1000 первоклассников. Пусть линейки здесь не такие массовые, однако праздник здесь именной. В первый раз, но по-мужски уверенно идут в школу Данис, Ринас и Ислам. Для них сегодня все впервые и все интересно. Звенит звонок, директор дарит первые подарки. Вслед за ним гости праздника напутствуют будущих школьников. А вот у Зухры и Зубаржат Ахмадуллиных это выпускной год. Они 9-классницы. На правах старших девочки и ведут праздник. Лидеры школьной жизни. На них равняются. Летом хорошо потрудились на приусадебном участке, за что им вручают почетные грамоты. Показатели средние по республике. Она ничем не отличается. Все предметы преподаются. Малые да удалые. 2 года подряд эта школа получала грант в 1 000 000 рублей. В этом году стала 2-й в конкурсе лучших школ района. Сейчас вся надежда на Риназа, Ислама и Даниса. Ведь малокомплектные. Это еще и значит, что вниманием никто не обделен, и каждый ученик здесь главный. Лейсан Сабирова, Марат Сидгараев, ТНВ, Высокогорский район. За профессией в Татарстан готовить участников WorldSkills со всей России будут в межрегиональном центре компетенций. Площадку на базе Казанского техникума информационных технологий сегодня оценил Рустам Минниханов. Как Татарстан поможет всей стране и что не понравилось президенту, обо всем подробно Лина Зинатуллина. Выверенными движениями за считанные минуты нити оптоволокна в руках юного связиста превращаются в кабель. В копилке Александра Александрова первое место в прошлогоднем национальном этапе WorldSkills. К очередному чемпионату каждый день тренируется в центре компетенций. В МЦК есть все инструменты, есть полигон. Это самое важное для того, чтобы заниматься. Тренировочный стенд в точности повторяет тот, что ждет ребят на WorldSkills. Из узла связи нужно проложить кабель сначала до условного дома, а затем до квартиры абонента. От мобильной робототехники до веб-дизайна всего с десяток IT-компетенций. В техникуме с 85-летней историей теперь еще и готовят российскую сборную WorldSkills. Отсюда же стандарты IT-образования на всю страну. Площадку сегодня оценил президент республики. Профессию, которую вы выбрали, профессии сегодня самые востребованные. И все очень быстро меняется. И вот этот центр, он позволит нам быстро переориентировать наши людские, человеческие ресурсы на те задачи, которые сегодня важны.
Подготовка молодых специалистов – глобальная цель для всей России. 2 года назад Татарстан завоевал право открыть один из 7 в стране межрегиональных центров компетенций. Мы заходим в учреждение и видим молодое лицо России, ваше лицо. Это драйв в глазах, это неуемное желание жизни, оптимизм и целеустремленность, с которыми вы приходите сегодня в профессию. 10 специальностей, 100 преподавателей, 1700 студентов. Учатся здесь не только татарстанцы, но и студенты со всей России и 6 стран СНГ. Конкурс 5 человек на место. У нас достаточно высокий проходной балл, который в среднем составляет более 4,5. Но мы видим, что это практически отличники приходят сюда на учебу. И все же один недостаток президент сегодня нашел и тут же поручил доработать задний фасад здания. По всему Татарстану сегодня 25 ресурсных центров. В планах не только открыть 5 новых, но и внедрить в среднем профессиональном образовании международные стандарты. Лена Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. И сегодня первоклассники по всей республике получили свои первые учебники. Учебные пособия раздал и Акбарсбанк. Первый звонок для первоклашек Апастовской школы. Этот день знаний для них самый запоминающийся. Событием поздравило и руководство Акбарсбанка. Акбарсбанк тоже не остается в стороне. Мы каждый год, уже на протяжении 18 лет, дарим нашим первоклассникам увлекательные, познавательные книги. Этот год тоже не стал исключением. «Приключения Барсика на острове Цифрополис» – это те самые книги, с которыми первоклассники будут познавать новое, с яркими картинками, интересными и увлекательными задачами. Пролистали и оценили их ребята на первом же уроке. Я нашла игру. Да, вот это такое интересное. Тут играют в футбол роботами. Что тебе нравится в этой книжечке? Диско. Книжки Акбарсбанка очень развивают. Я думаю, они будут первыми учебниками для развития. Игры и задачи в одной книге – это еще и большой помощник в изучении 2 государственных языков. В этом году банк предложил детям погрузиться в знания через IT-тему. Для наших современных детей, которые уже с младенчества ковыряют телефоны, ковыряют компьютеры, для них это очень интересно. 200 книг подарены только в Апастовском районе. По республике больше 50 тысяч. Также первоклассникам в татарских диаспорах России. И традиция будет продолжена. Наряду с Курбан-Байрамом и 1 сентября сегодня активно в сети обсуждают и политические новости, предстоящие выборы президента России, а точнее женские кандидатуры. Как сообщает «Ведомости», конкуренцию Владимиру Путину могут составить общественно-политические деятели Наталья Великая, Ирина Пепеляева, светская львица Ксения Собчак и многодетная мама из Казани Ирина Волынец. Она сейчас возглавляет Национальный родительский комитет. По поводу этой новости Ксения Собчак в свойственной ей экстравагантной манере выложила видео на своей страничке в интернете. За Русь усрусь. Наша землячка Ирина Волынец казалась более словоохотливой и настроенной на серьезный разговор. Если выход на политическую сцену состоится, она собирается напомнить всем о семейных ценностях. Ну, конечно, я не буду скрывать, да, и скажу, что мне это было приятно. То, насколько состоится то, что озвучили сегодня журналисты, конечно, зависит от многих факторов, не только от желаний нашей команды. Но, в принципе, члены Национального родительского комитета готовы принять участие в этой работе. К другим темам. Мы продолжаем наш проект, где рассказываем о многодетных семьях Татарстана. И сегодня в объективе ТНВ семья Ащиуловых. Папа – тренер по дзюдо. По его стопам пошли и 6 сыновей. Александра Севастьянова побывала в большой спортивной семье. У нас принцип такой: детство без границ. А какой еще может быть принцип, когда воспитываешь 6 мальчишек? Тем более с папой, тренером по дзюдо. Все-таки в семье вы больше тренер или больше отец? Вот смешанное, наверное, все, да? То есть это может быть секунда тренер, ты там, секунда отец. Мальчики, идемте чай пить. А вот у мамы все четко: накормить, создать уют и комфорт. Ведь в семье она единственная представительница прекрасной половины. В первую очередь тяжести вообще никакие не таскают, да? Вот все это делают у нас мальчишки с папой. Вот дом строим. Естественно, участвуют, сыновья помогают папе. Но у семейной идиллии есть свой секрет. У Ащиуловых это общее дело. Ну, семья должна чем-то все-таки увлечена, в общем-то, да? То есть вот, семья должна что-то какое-то
какая-то фишка, что ли, должна присутствовать. У нас это спорт, да, то есть мы как бы вокруг этого. А это и семейные принципы. Один из них – здоровый образ жизни, даже праздники без алкоголя. Другой – уважение и поддержка. И, как говорит Данил, он самый старший, есть своя семейная иерархия. Отсюда и ответственность друг за друга. Такая как немножко иерархическая система, то есть каждый смотрит за своим младшим. То есть если у меня младший Денис, у Дениса Рома и так далее. Большая семья, да, это хорошо, все дружные, друг другу помогут, на помощь придут. Старшие могут советом помочь, там ходят помочь, там с домашней работы по школе. Несмотря на то, что первый ребенок в семье Ащиуловых родился достаточно поздно, тогда Игорю было уже 32 года. Он всегда знал, что будет главой большого семейства. У Жак Ив Кусто спросили, в чем, говорит, ваше долголетие, это исследователь, да? Вот, он говорит, в поздних детях. И раньше, когда семья собиралась за одним столом, было ощущение, что кого-то не хватает. И только когда родился маленький Лука, поняли – все в сборе. Александра Севастьянова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Возвращаемся к одной из первых тем дня. Первый звонок сегодня услышали не только первоклашки, а еще и вчерашние выпускники. День знаний сегодня празднуют студенты. В эти минуты гуляния развернулись в деревне Универсиады. Как вчерашние абитуриенты становятся первокурсниками, расскажет наш корреспондент Рамиль Шайдулин. Он сейчас в центре студенческих гуляний. Рамиль, здравствуй. Успели ли ребята уже произнести клятву первокурсника? Добрый вечер, Леш. Знание, сила, а что, если не они? Это аксиома, просто не устанешь сегодня повторять, глядя на сотни и сотни пышущих энергией молодых ребят. Прямо за нами стоят первокурсники, бывалые студенты, именитые выпускники, такие, к примеру, как министр экологии Татарстана. Буквально минутами ранее на сцене за нами они приветствовали первокурсников, вспоминая, что еще вчера были такими же голодными до знаний. И, конечно, не обошлось без выступления ректора КФУ. Давайте послушаем, чего он пожелал первокурсникам. Многие абитуриенты сегодня перешагнули через порог нашего университета и стали уже студентами Казанского федерального университета. Прежде всего, я бы хотел пожелать им удачи по жизни и пожелать, чтобы все их амбициозные планы в стенах нашего университета сбылись. В последнем интервью мы слышали нашу будущую коллегу. Первокурсница Саша начинает вливаться в яркую студенческую жизнь. Может быть, через годы мы увидим ее и на телеэкране. Ну а пока ее ждут на сцене, где прямо сейчас выступают коллективы КФУ, танцоры, музыканты, КВНщики. Продолжают этот open air от университета. Алексей. Спасибо, Рамиль. А мы продолжаем к другим темам. Они спорт изучают не только на уроках, они им живут. Мы продолжаем наш проект, где рассказываем о многодетных семьях Татарстана. И сегодня в объективе ТНВ «Большая семья». К этой теме мы еще вернемся, а пока к другим темам. Новый сезон с ярких проектов. В начале сентября в сетке телевещания нашего телеканала появится сразу несколько премьерных программ. Это «Енада Веры», «Бергале Пьеренник». Вернется на канал юморист Джавид Шакиров. Также теперь жители республики будут просыпаться под бодрое «Здравствуйте». Что ждет зрителей в новой утренней программе, узнала наша съемочная группа. Здравствуйте. Так теперь в 8:10 будет начинаться будничное утро на ТНВ. Новая утренняя программа «Здравствуйте» заменит полюбившийся многим зрителям народный будильник. Полезные советы о моде, красоте, рубрика о кулинарии, здоровье. Программа ориентирована преимущественно на женскую аудиторию. Актуальные вопросы ведущие каждое утро будут обсуждать с гостями студии. Как развить, что показать. Кроме обновленной студии в бежевых тонах и декораций в стиле минимализма, зрители в этом сезоне ждут и новые лица. Их будет двое. Некогда корреспондент народного будильника Владислав Портнов вместе с другими ведущими будет каждое утро дарить всей республике заряд бодрости. Юридические советы. Важно. Здоровье, семья, дети, самообразование. Все это будет очень интересно для нашей целевой аудитории. И я думаю, что мужской пол тоже, в общем-то, что-то для себя интересное подчеркнет. Первый выпуск программы зритель увидит совсем скоро, 4 сентября. В студии ведущий обсудит тему адаптации ребенка к новому учебному году. Что может быть актуальнее? Начало осени, это всегда связано
со школьной порой. Вот, мы будем рассказывать о том, что, в общем-то, как отправлять ребенка в школу, о школьном питании. Это очень важно, чтобы дети росли наши здоровые. И это еще не все, чем удивит ТНВ в новом телесезоне. Следите за новостями. Дмитрий Айринин, Алина Бережная, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. На этом пока все. Далее о спорте и о погоде. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он выйдет в 21:30. Всего вам доброго. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Карим Синчурин. Последняя пьеса. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Грандиозная распродажа в Электроцентре. Скидки от 20% на люстры и светильники. Успей приобрести свою люстру в Электроцентре. С 13 по 19 сентября в Уфе пройдут долгожданные гастроли Татарского театра Галяскара Камала. Легендарный театр из Казани привезет 10 лучших спектаклей. Билеты в кассах театров Гафури и Русского драматического для зрителей старше 12 лет. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. 4-я победа на классе. Хоккеисты Акбарса идут по сезону без поражений. Казанцы пока единственная команда, набравшая максимальное количество очков. В матче против Лады тренерский штаб нашей команды внес определенные изменения в состав. Александр Свитова сменил молодой Никита Яськов, а в воротах впервые в этом сезоне появился Тимур Белялов. Кроме этого, с капитанской повязкой на лед партнеров выводил новичок этого межсезонья Андрей Марков. Он, кстати, и сравнял счет в поединке после быстрой пропущенной шайбы от Дениса Зернова. Второй период поединка прошел под диктовку хозяев. Сначала отличился Андрей Попов, а дальше преимущество укрепил Михаил Глухов. Все, что смогли сделать тольяттинцы, это сократить отставание. А фееричным завершением хоккейного вечера стала юбилейная 50-я шайба Джастина Азеведа в чемпионатах КХЛ за Акбарс. Итоговый счет 5-2 в пользу казанцев. Заключительный матч домашней серии уже завтра в 17:00 против хоккейного клуба «Сочи». Все же игра проходила на хорошем эмоциональном подъеме. Играли, в общем-то, с настроением, с желанием. Были ошибки, конечно, но в целом игра получилась достаточно хорошая. Казанские хоккеистки на траве сохранили шансы на выход в плей-офф чемпионата России. Хотя команда «Динамо», «Гипро», не «Авиапром» обе игры, проведенные на своем поле, проиграла. Соперником наших девушек был питерский «Метрострой», занимающий вторую строчку в турнирной таблице. На данный момент лидерами в чемпионате России являются «Динамовки» и «Электростали», набравшие 50 очков. Всего на одно отстают хоккеистки «Метростроя». На третьей позиции ЦСП «Крылатская» с 40 очками. Казанская «Динамо ГА» пока занимает четвертую строчку, имея в активе 19 баллов. Следующие игры наша команда также проведет дома на поле Центра хоккея на траве. 3 и 4 сентября соперницами татарстанских хоккеисток станут игроки «Коммунальщика» из Барнаула. Тем временем в российском и европейском футболе завершилось трансферное окно. Несмотря на многочисленные слухи о том, что Рубин покинут несколько легионеров, клуб не продал игроков в другие команды. После того, как Жонтас отправился в Ганновер, все ждали реконструкции в составе казанцев. Об этом также неоднократно заявлял главный тренер Курбан Бердыев. Но клуб скорее приобрел, чем потерял. Сначала официально заявили о подписании 19-летнего иранского полузащитника Резо Шикари. Потом стало известно о возвращении в коллектив Цезаря Наваса. Болельщики Рубина хорошо знают и любят испанского легионера, который с 2009 по 2015 год выступал за нашу команду. В течение 6 лет Цезарь был одним из лидеров Рубина на поле и в раздевалке. Неоднократно выводил команду с капитанской повязкой, став в Казани настоящей легендой. Следующий матч казанцы проведут 9 сентября в Москве против «Спартака». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде в ближайшие несколько минут. Сентябрь месяц с первых же дней радует жителей Татарстана теплой и комфортной погодой. Подробнее после полезной информации.
Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробная. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца сентября при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность. Ночные температуры плюс 9, а днем воздух прогреется до 28 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями. Ночные температуры также около 9 градусов тепла, днем плюс 25. На севере Татарстана ясно и без осадков. Ночью плюс 10, днем 25 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси также солнечно и без осадков. Ночью всего плюс 8, а днем 25 градусов. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном облачная погода с прояснениями. К вечеру возможен небольшой дождь. Ночью плюс 9, днем плюс 25. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше ночные температуры около 10 градусов, днем будет ясно и 26 градусов. В последующие дни вероятность осадков будет небольшой, а вот температуры уже начнут понижаться. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома на берегу реки Волга, индивидуальное отопление, качественная чистовая отделка. Торопитесь, скоро сдача. Телефон в Казани 561 08 81. ЖК «Приволжский». Качество по разумной цене. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра Казани. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. Успей купить квартиру в готовом доме по цене строящегося. Телефон в Казани 561 08 81. О погоде в столице. Ночью в Казани плюс 10-12. Днем будет ясно и без осадков 25-27 градусов. Ветер восточный порывистый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.